Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о поле и гендере. Но для начала давайте вспомним самые популярные женские и мужские имена. Например, Джибек – нежная как шелк, Шекер – сладкая как сахар, Айгуль – лунный цветок, Джипар – любимая. Или Темирбек – будь сильным как железо, Батырбек – будь богатырем, Джеңишбек – победа, Джолборс – тигр. О чем говорят эти имена? О том, что зачастую родители, выбирая имя для ребенка, хотят наделить его определенными качествами и повлиять на его будущее поведение. Поэтому девушки, согласно своим именам, должны быть красивыми, нежными, спокойными, а парни сильными и мужественными. Ребенок только-только родился, каким он будет, не знает еще никто, но из-за его биологического пола, мужского или женского, от ребенка уже ожидают свойственных мужчинам или женщинам черт характера. Значит ли это, что пол предопределяет поведение и личностные качества человека? Давайте разберемся совсем по порядку. Биологический пол – это набор физиологических особенностей, по которым людей разделяют на мужчин и женщин. Как правило, пол определяется по типичным для мужчин и женщин половым органам. Хотя иногда в результате особенностей в развитии эмбриона рождается человек, сочетающий в себе половые признаки как мужчины, так и женщины. Но это случается крайне редко. Биологический пол при зачатии закладывается совершенно случайно и определяется набором хромосом XY у мужчин и XX у женщин. А вот формирование личности человека как мужчины или женщины происходит в процессе воспитания и взаимодействия с обществом. Так человек приобретает свой социальный пол, гендер, набор качеств, социальных и культурных норм, которым, по мнению общества, люди должны следовать в зависимости от их биологического пола. Если пол предопределен природными факторами, то гендер сконструирован обществом. Чтобы лучше понять разницу между полом и гендером, попробуем определить, какие из следующих факторов характеризуют биологический пол, а какие гендер. В Древнем Египте женщины вели семейный бизнес, а мужчины занимались домашним хозяйством. Это характеризует гендерные роли. Женщины могут рожать детей, а мужчины нет. Это характеризует половые различия. Во многих странах женщины получают меньше денег за одинаковую с мужчинами работу. Это говорит о гендерном неравенстве. Раньше женщины носили платья и юбки, а сейчас часто надевают брюки. Это яркий пример того, как со временем меняется представление о гендерных нормах. Женщины могут кормить детей грудью, а мужчины нет. Это пример различий, обусловленных биологическим полом. В некоторых странах, если семье необходима помощь, девочки чаще бросают школу, нежели мальчики. А это пример гендерной дискриминации. У мужчин растет борода, а у женщин нет. Это различие, которое определяется половыми гормонами. Долгое время биологический пол считался первопричиной психологических и социальных различий между мужчинами и женщинами. Различия в природе мужского и женского объяснялись различиями в физиологии и репродуктивных функциях мужчин и женщин. Также определялись и черты характера, особенности мышления, поведения, жизненные цели, профессии и занятия, типичные для представителей разных полов. Но по мере развития науки были обнаружены два факта. Во-первых, между мужчинами и женщинами гораздо больше сходства, чем биологических различий. Во-вторых, представления о типичном мужском или типично женском внешнем виде, характере, поведении, занятиях, положении в семье и обществе разные в разных культурах. Более того, в семьях, проживающих в одной стране, но принадлежащих к разным социальным группам, представления о настоящих мужчине и женщине могут значительно отличаться. К тому же эти представления со временем менялись и продолжают меняться до сих пор. Из этого ученые сделали вывод о том, что не биологический пол, а именно традиции и культурные нормы определяют различия в том, как ведут себя люди разных полов. А теперь пройдем короткий тест. Как вы думаете, что такое гендер? Биологический пол, социальный пол, равноправие мужчин и женщин, движение за права девочек и женщин? Действительно, гендер можно назвать социальным полом, так как его определяют общественные нормы и убеждения. В обществе существуют разные представления о том, как должны вести себя люди разных полов, как их лучше воспитывать, какую одежду им следует носить, чем заниматься и какие профессии выбирать. Это гендерные стереотипы.
Некоторые из них сформировались очень давно, в совершенно иных условиях, не похожих на сегодняшний. Многие из них явно устарели. Кроме того, стереотипы не учитывают индивидуальных особенностей, предрасположенностей и желаний каждого отдельного человека, поэтому они ограничивают возможности людей. Вот несколько примеров гендерных стереотипов. Подумайте, согласны ли вы с этими утверждениями, считаете ли вы их корректными и справедливыми? Девушки должны быть добрыми и покладистыми. Девушке важнее найти хорошего мужа, а парню – достойную работу. Спорт нужнее юношам, чем девушкам. Женщины более эмоциональны. Мужчины должны быть сдержанными. Готовить и убирать дома – женская работа. Главная задача женщины – заботиться о муже и детях. Мужчина должен обеспечивать семью материально. Высшее образование нужнее парням, чем девушкам. Парень должен добиваться внимания девушки любой ценой. Девушки не должны делать первый шаг, чтобы познакомиться с парнями. Мужчины обладают абстрактным мышлением, умеют анализировать и обобщать. У женщин особая логика. Гендерные стереотипы определяют гендерные роли, представления о типичных для мужчин и женщин моделях поведения, семейных и общественных функциях, профессиях. Например, в некоторых странах до сих пор считается, что женщине больше подходит пассивная, обслуживающая позиция, а мужчины – прирожденные лидеры и творцы. Семья, школа, интернет, музыка и фильмы распространяют и закрепляют гендерные стереотипы и формируют гендерные роли. Например, в кино женщин часто показывают в качестве пассивных объектов, мужчины первыми проявляют к ним знаки внимания, любят, похищают из-за любви или наоборот, обманывают, отвергают, бросают. А мужчины предстают героями, покоряющими сердца и спасающими человечество. На самом деле, конечно, никаких обусловленных полом причин для такого различия в гендерных ролях нет. Женщины могут быть руководителями, а мужчины заниматься воспитанием детей и работой по дому. У каждой личности можно увидеть смесь типично мужских и типично женских черт характера, интересов, стилей поведения. А все утверждения об обратном – это пережитки патриархата и попытки сохранить гендерное неравенство. Патриархат – это общественное устройство, при котором женщины находятся в подчиненном положении и являются объектом угнетения и эксплуатации. Сегодня в законах многих стран патриархальных установок уже нет, но там, где религия и традиции все еще влияют на общество, они могут сохраняться в быту, в семье, ограничивать возможности девушек в получении образования и медицинской помощи, в выборе профессии, работы, самостоятельном принятии решений о замужестве и рождении детей. Гендерное равенство подразумевает равные возможности, права и обязанности для женщин и мужчин во всех сферах жизни. Речь идет о доступе к образованию и здравоохранению, свободном выборе профессии, возможности голосовать и избираться на выборах, занимать руководящие должности, посвящать себя семье и воспитанию детей. За последние 30 лет идея гендерного равенства получила широкое распространение в мире, легла в основу многих международных документов, нашла отражение в национальных законах, в том числе Конституции и законах Кыргызстана. И мужчины, и женщины могут увлекаться математикой и физикой, литературой и искусством, быть учителями, врачами, поварами, юристами, музыкантами, заниматься карьерой или посвящать себя семье. Мягкими или жесткими, смелыми или робкими, решительными или неуверенными, покладистыми или непокорными могут быть все, независимо от пола. Несмотря на общественные убеждения, никаких научных данных о том, что мужчины и женщины думают как-то принципиально по-разному, обладают различными интеллектуальными или творческими способностями, просто нет. Шутки о женской логике и еще один пережиток патриархата, и в этом нам поможет убедиться следующий видеоролик. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. В 1992 году эта книга Джона Грея стала сенсацией и бестселлером. Но некоторая разница между полами вполне очевидна. А знаменитая женская логика – это выдумка приверженцев патриархального режима или реальность?
А как насчет мужской рациональности и агрессивности против женской эмоциональности? Действительно ли мозг женщины отличается от мужского мозга или различия заканчиваются чуть ниже пояса? А это все просто дешевая популярная психология. Ученые уже достаточно давно заметили, что в среднем мужской мозг примерно на 100 грамм тяжелее женского. Однако это вряд ли может объяснить разницу в когнитивных, познавательных и эмоциональных процессах, и тем более это не может быть использовано в качестве аргумента в споре. Мол, мужчина умнее, потому что у них мозг тяжелее. Посмотрите на китов. Вес их мозга может достигать 9 килограммов. Но это совсем не значит, что киты разбираются в математике или философии лучше, чем люди. Еще важно соотношение массы мозга и тела. Но, кстати, соотношение мозга муравьев к муравьиному тельцу 1 к 4. Если бы у людей соотношение было бы таким же, наша голова весила бы около 20 килограмм. И непонятно, сделало бы это нас хоть капельку умнее. Потому что дело вообще-то не в размере, а в количестве особых нейронных клеток и связей. Грубо говоря, в качестве мозга. И вот тут при сравнении мужского и женского мозга исследователи немного запутались. Недавно израильские ученые из Тель-Авивского университета задались целью прояснить ситуацию. Они проанализировали условное качество мозга 1400 человек обоих полов, смотрели на разницу в структуре в разных областях нашего процессора и выяснили, что различия действительно есть. Это особый участок мозга, который называется гиппокамп. Он участвует в процессах запоминания, формирования эмоций и удержания внимания. Оказалось, что в среднем у мужчин левый гиппокамп большего размера, чем у женщин. Но, у некоторых мужчин левый гиппокамп был точно такого же размера, как у представительниц прекрасного пола. Выделив еще несколько специфических зон мозга, отличающихся у людей разных полов по структуре, израильские ученые обнаружили, что до 55% людей, и мужчин, и женщин, попадали в разряд исключений. У них нашли как минимум один участок мозга, строение или размер которого был типичен для противоположного пола. А мужчин и женщин, соответствующим понятиям мужского и женского мозга, по всем показателям, то есть по всем областям мозга, вообще оказалось только 8%. Так что, опираясь на исследования, можно уверенно заявить, что все это глупости про Венеру, Марс и глобальные различия между полами. Но в мозге человека любого пола есть еще и нейронные связи. И в 2013 году на них обратили пристальное внимание ученые из Филадельфии. Они обнаружили, что опять же в среднем у мужчин более тесно связаны передние и задние отделы каждого полушария, а у женщин сильнее межполушарные связи. К сожалению, никакого определенного вывода из этих данных сделать нельзя. Ну, можно предположить, что у мужчин сильнее связь между поступающей информацией и ответным действием, а у женщин рациональность теснее связана с интуитивными процессами. Но это будет этакой болтологией на основе научных данных. И снова но. Есть еще гормоны, которые влияют на формирование человеческого мозга. И один из ключевых, особенно важный в период внутриутробного развития – тестостерон. Вообще это мужской гормон, но у женщин он тоже вырабатывается. Просто в меньшем количестве. Саймон Барон Коэн, нет, не Саша Барон Коэн, психиатр из Кембриджа, обнаружил связь между количеством содержания тестостерона в околоплодных водах матери и дальнейшим развитием детей. Чем больше было тестостерона, тем позже, например, ребенок начинал говорить, и тем сложнее ему было устанавливать зрительный контакт с людьми, а это аутичные черты поведения. Барон Коэн пошел и дальше, предположив, что аутизм – это вообще самый радикальный вариант мужского мозга, в формировании которого виноват избыток тестостерона, то есть его способность логически мыслить очень высока, а вот способность к сопереживанию минимальна. Правда, не все ученые поддержали эту теорию, но это уже немного другая история. В общем, пока об этом никаких однозначных выводов сделать нельзя. Но вот от плоских шуток про женскую логику или утверждения о том, что мужчины не плачут, лучше воздержаться уже сейчас. Несмотря на то, что разницы между мозгом женщины и мужчины практически нет, общество ожидает от представителей разных полов разного поведения. Отчасти из-за этого многие люди до сих пор подвергаются предвзятому отношению, критике и даже насилию на гендерной почве. В первую очередь с этим сталкиваются те, чей внешний вид, поведение или род занятий не соответствует принятым гендерным ролям. Нередко можно услышать: «Что ты надела на себя? Ты же не мальчик? Будь скромнее, это же девочка. Какую профессию ты себе выбрала? Ну кто видел женщину-водителя?» Или наоборот: «Чего ты ревешь? Будь мужиком! Дай сдачу, что не можешь за себя постоять?»
Разве это мужское дело стоять у плиты? Некоторые люди осознают, что их гендерная идентичность не сходится с их биологическим полом. И это происходит не потому, что они следуют какой-то моде или хотят выделяться. Определение собственной гендерной идентичности – это глубоко переживаемый процесс, в котором человек осознает свою принадлежность к определенному гендеру. Некоторых людей во время взросления начинают привлекать представители собственного гендера. Травить или насмехаться над такими людьми абсолютно недопустимо. Это то же самое, что издеваться над кем-то из-за данных им природой цвета глаз, формы лица или физических особенностей. Независимо от того, как мы выглядим, к какому гендеру относим себя или кого любим, мы все заслуживаем уважения и принятия. Итак, друзья, мы постарались разобраться с таким непростым понятием, как гендер, и понять, что все представления о типично мужском и типично женском поведении, характере или образе жизни сформированы людьми под влиянием их культуры и традиций. Различия между мужчинами и женщинами действительно есть, но они настолько несущественны, что только из-за этого задавать им разные правила поведения, жестко определять им разные роли в семье и обществе просто нечестно. Более того, индивидуальные различия в характере, образе мышления, желаниях и умениях между двумя представителями одного пола могут быть значительно сильнее, чем между конкретными женщиной и мужчиной. Эти различия совсем не означают противопоставления и не требуют сравнения одних людей с другими. Человечество – это единый вид, в рамках которого есть миллионы вариаций. Мужчины и женщины, все люди, как бы они себя ни определяли, в равной степени уникальны и важны для общества. И только вместе они могут сохранить человечество и воплощать в жизнь новые полезные идеи, а также проекты. Теперь у вас есть ответы на вопросы о том, определяет ли биологический пол умственные и творческие способности людей. Правда ли, что женщины более эмоциональны, а мужчины рациональны? Чем пол отличается от гендера? И почему важно уважать и соблюдать гендерное равенство? Расскажите родителям и друзьям о том, что узнали сегодня, и обсудите то, как гендерные роли распределены в вашей семье или компании, и почему так произошло.